И более подробно эту тему мы обсудим с Георгием Барамидзе. Это вице-премьер-министр Грузии с 4 по 12 год, политический секретарь Единства национальное движение. Здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Слава Украине. Героям Героям слава. слава. Ну что ж, Саломе Зурабишвили обратилась к парламенту Европейского Союза. Услышал ли Европейский Союз? И, конечно же, интересно, что дальше? Что в стратегии дальше? Какие действия у грузинской оппозиции? Пожалуйста, Георгий. Ну, дальше идет борьба грузинского народа. Как вы знаете, абсолютное большинство наших граждан, более 80%, поддерживают то, что у нас записано в Конституции, членство Грузии в Евросоюз. Этнический грузин, но русский олигарх Иванишвили и его криминальная банда старается вести Грузию абсолютно в противоположном направлении, в направлении орбиты эксклюзивного влияния России и отдаления от наших стратегических партнеров Соединенных Штатов Америки, Евросоюза. И как так называемый премьер-министр Ираклий Кобахидзе недавно заявил, они вот прямо так нагло думают, что им это все пройдет, что они хотят остановить наше продвижение в Евросоюз до 2028 года. Это абсолютно неприемлемо для нашего народа, не только для 4 основных политических партий, которые выиграли эти выборы, и у нас эти выборы украли, и это подтверждено всеми фактами. Поэтому грузинский народ будет продолжать борьбу, а в свою очередь Евросоюз и Соединенные Штаты Америки будут продолжать помогать Грузии и помогать грузинскому народу защищать свою демократию. И в конечном итоге наша цель избавиться от этого пророссийского криминального режима и провести не повторное голосование, а новые выборы с новой администрацией, которая будет контролирована Евросоюзом и международными авторитетными организациями для того, чтобы осуществить то, что у нас в Конституции, чтобы выборы были свободные и честные. Вот чего не случилось, к сожалению. Поэтому это наша цель и политических партий, и обыкновенных граждан Грузии, которые уже 21 день непрерывно выступают против этой пророссийской предательской власти. Георгий, скажем так, от чего ждет сейчас грузинская оппозиция, грузинский народ от Европейского Союза? Чем Европейский Союз может помочь? Но мы понимаем, что тут очень тонкий баланс, ведь в демократических процессах тут тоже очень важно не перейти определенные грани, и, возможно, много чего Европейский Союз тут себе не может позволить, да, в плане решения проблем внутриполитического кризиса в Грузии. Собственно говоря, что тут можно ожидать, в принципе? Но первое, уже Евросоюз не признал эти выборы, члены Евросоюза не признали, никто не поздравил эту власть, так называемую власть, с избранием, никто, кроме Азербайджана, Белоруссии, Армении и почему-то Сербии. Больше никто в мире не признал эту власть, то есть эта власть абсолютно нелегитимна, не признал ни Соединенные Штаты Америки, никто. Уже пошли санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Вот буквально позавчера Евросоюз объявил санкции против тех, кто владеет дипломатическим паспортом. Это значит, что против тех, которые сейчас находятся якобы во власти, ну, имеют какие-то там властные структуры, что им запрещено въезд в Евросоюз. Это первый раз в истории Грузии. Очень сожалею, что это мне приходится говорить. Первый раз в истории Грузии власть грузинская была санкционирована, ну, так называемая власть, именно поэтому
была санкционирована Евросоюзом. Это очень сильный политический ход, это очень мощный сигнал для грузинского народа, что с этой властью мы не сможем осуществить действительно нашу грузинскую мечту. Стать членами Евросоюза, а потом и членами НАТО, может быть, и вместе. Поэтому это очень важно. В дальнейшем, я уверен, будут и другие. Сейчас настроим связь с Георгием Барамидзе. Как раз работаем в прямом эфире, поэтому просим прощения у наших зрителей. Но в свою очередь также добавим... Да, да, Георгий, настроили связь. Слышно нас, да? Да, я говорю, что я ожидаю, что будут другого характера санкции, и финансовые, экономические, не против грузинского народа, а против этого русского олигарха и его криминальной банды. Так что борьба идет и в Грузии, и за Грузию, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, которые традиционно всегда поддерживали Грузию, поддерживали наш суверенитет, территориальную целостность. И, естественно, никто не собирается, так сказать, закрывать глаза на то, что у нас есть политические заключенные, такой как, например, третий президент Грузии, есть другие политические заключенные, есть огромное количество избитых, измученных демонстрантов. Вот вчера, например, взорвали офис нашей партии, Единство национальное движение, были рейды в офисах других партий. Поэтому эта власть не останавливается, так же, как и не останавливается грузинский народ. Эти протесты будут продолжаться, они мирные, но очень принципиальные, но обязательно все, мы надеемся, все будет так, как захочет грузинский народ, потому что та так называемая власть, которая старается идти против народа, обязательно потерпит поражение. Как это в свое время было в Грузии в 2003 году, когда мы мирно смогли заставить власть Шеварднадзе уйти и поставить Грузию на рельсы интеграции членства в Евросоюз и в НАТО. Так и будет сейчас. Тем более сейчас наше общество выросло. Мы все видим, что Россия везде проигрывает. Россия не смогла поставить на колени Украину. Россия проиграла в Молдове, Россия проиграла в Румынии, Россия проиграла в Сирии, Россия проиграла в Армении, в Азербайджане. Они проиграют и в Грузии. Георгий, и на завершение у нас буквально 2 минутки осталось до завершения эфира. Очень интересно узнать, есть ли на данный момент уже фактически какие-то новые договоренности грузинской мечты с Российской Федерацией, потому что в нашем эфире оппозиционные силы Грузии очень часто говорят о тесных связях грузинской мечты непосредственно с Российской Федерацией. Я не говорю сейчас о законах, которые были приняты, законы, которые по факту являются дубликатами тех скандальных законов Российской Федерации об инагентах и о правах человека. Но в бизнесе, либо в иных связях, на чем бы вы акцентировали внимание с Российской Федерацией? Ну, во-первых, раз вы упомянули бизнес, вместо того, чтобы Грузия за все эти годы углубляла свои экономические связи с Евросоюзом, у нас экономические связи росли с Россией. У нас огромное преимущество, как и Украины и Молдовы, есть свободная торговля с Евросоюзом. Вновь стала зависимой энергетически от России. Вот совсем недавно они ввели закон. Вы представляете, что в Грузии, чтобы быть, допустим, руководителем департамента, не обязательно знать грузинский язык. Вы представляете? Это еще была попытка советской власти 1970 годов, чтобы в Грузии не было необходимости знать грузинский язык. Этого в свое время добивался Янукович по приказу Путина, и этого уже приняли как закон. Представляете, в Грузии, чтобы человек работал начальником департамента и не знать грузинский язык. Я уже не говорю об инфильтрации спецслужбы Российской Федерации. За время, уже 13-й год идет, ни одного российского агента наши спецслужбы не арестовали.
Э, У нас страна 20% территории оккупирована, ни одного российского агента не арестовали. Я уже не говорю о том, что они сотрудничают на полную катушку. И Георгий, российская Георгий, вы вот пропаганда в один копирует российские вот эти клише, которые Да, дают многие нам нам, кстати, знакомы, Медведев да, и как Симонян и говорите. другие. Георгий, вы сняли с языка прямо. Вы говорите сейчас то, что сейчас происходит в Грузии. По факту у меня флешбеки с 2013-2014 года во время революции достоинства, когда были похожие ситуации. Началась оккупация территорий, российские нарративы, пророссийская власть и так далее, и так далее. Георгий, будем рады вас видеть снова в эфире Freedom. Да, Спасибо, желаем что нашли удачи время. грузинскому народу. Поддерживаем вас. Георгий Брамидзе, вице-премьер-министр Грузии в 2004-2012 годах, политический секретарь Единство национальное движение партии к нам, напомню, присоединился.